Церемония официального представления временно исполняющего обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева в рамках расширенного заседания Совета Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия объявляется открытой. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации, полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Петровичу Трудневу. Указ президента Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий главы Республики Саха-Якутия. В связи с заявлением главы Республики Саха-Якутия Борисова Егора Афанасьевича о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом В пункта 1 и подпунктом А пункта 9 статьи 19 Федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации постановляю принять отставку главы Республики Саха-Якутия Борисова Егора Афанасьевича по собственному желанию. Назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Саха-Якутия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Саха-Якутия. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Москва, Кремль, 28 мая 2018 года. Прежде всего, хочу сказать спасибо Егору Афанасьевичу Борисову. Егор Афанасьевич работал главой республики 8 лет. Мы вместе с ним создавали первые территории опережающего развития. При его участии, под его руководством создавался и реализовывался целый ряд крупных инвестиционных проектов. Он занимался решением вопросов социального развития республики, вопросов развития экономики. Спасибо ему большое. Теперь о Айсене Сергеевиче Николаеве.
Айсена Сергеевича представлять в Республике Саха-Якутия достаточно просто. Всю жизнь Айсен Сергеевич живет и работает в республике. Он руководил крупными предприятиями, работал руководителем администрации президента Республики Саха-Якутия, первым заместителем председателя правительства. В 2012 году избран главой города Якутска. Айсену Сергеевичу потребуется не очень большое время для того, чтобы войти в курс дел, потому что всю работу, которая проводилась на территории республики, мы тоже проводили вместе. Со своей стороны обещаю Айсену Сергеевичу поддерживать, помогать. Уверен в том, что его энергия и целеустремленность принесет пользу народу республики. Спасибо. Слово предоставляется государственному советнику Республики Саха-Якутия Егору Афанасьевичу Борисову. Уважаемый Юрий Петрович, уважаемые друзья, в эти дни после принятия решения было много вопросов. И очень много, конечно, есть люди, которые пытались выяснить для себя, что произошло и как произошло. Я всему народу Якутии об этом уже объяснил. Во-первых, о том, что сегодня в Российской Федерации избран на новый срок президента Российской Федерации. И при этом мы должны понимать, что поставлены очень жесткие, амбициозные задачи развития страны, и при этом прорывные задачи. И мне было бы некорректно, если еще оставаться на какой-то определенный срок, а потом уже на полпути как бы подключался новый руководитель и начинал там по тем решениям, которые в прошлом приняты, работать было бы сложно. Поэтому Айсен Сергеевич, который сегодня приступил к исполнению своих обязанностей, мы считаем, что именно новый руководитель должен подключиться, разрабатывать, участвовать в программных решениях, которые будут приниматься в целом по стране. Тем более президент определил, что Дальний Восток – это приоритет в 21 веке. И, соответственно, нужно делать так в интересах республики, в интересах Дальнего Востока, чтобы руководители, которые работают, они уверенно чувствовали прямо с первых дней при реализации этих задач. Вот это было бы в интересах республики абсолютно правильно. Ну и сегодня, понимаю, что я в своей работе проводил ротацию кадров постоянно, и при этом оставаться как бы сам по себе, исключая из этого, тоже плохо. Президент Российской Федерации сегодня ведет большую политику ротации, омоложения кадров. Исходя из этого, конечно, я считаю, это абсолютно правильное решение. Ну а что касается Айсена Сергеевича, я, конечно, очень доволен, что такое решение принято. Мы за все эти годы вместе работали, вместе творили, вместе преодолевали трудности. Это была та совместная работа, тем более городское хозяйство, последний участок, где я работал, достаточно емкая работа. Конечно, при этом определенные вопросы, конечно, возникали с точки зрения решения проблем, а так совместная работа была обеспечена. Вот это тоже для Айсена Сергеевича была большая школа и для нас в целом. Поэтому я хотел бы прежде всего поблагодарить президента Российской Федерации, народ Якутии за то доверие, которое они оказывали мне, за поддержку Юрия Петровича Трутнева, потому что вы только что услышали, у нас очень много решений были приняты в интересах республики. Это дало возможность сделать определенный скачок в развитии республики. Тенденция роста сохраняется. Я надеюсь, что в руках Айсена Сергеевича, как руководителя, все это дальше будет продолжаться. Я благодарю вам, уважаемые коллеги, которые здесь сидят, за то, что вы за все эти годы
неустанно работали в реализации тех или иных задач, которые перед нами поставлены. Единственное, я прошу, предстоят выборы в сентябре. Мы с Алексеем Сергеевичем встречались, обговаривали серьезные выборы, потому что у нас и госсобрание, и Ильдархана, главы республики, выборы. Просил бы, чтобы очень спокойно, чтобы обеспечить и дальше стабильность в республике, объединить людей и поддержать Алексея Сергеевича на этих выборах. Я, насколько у меня хватит силы и возможностей, тоже буду поддерживать. Поэтому всем большое спасибо, успех, Алексей Сергеевич, вам абсолютно везения и, конечно, результатов. Поздравляю вас еще раз. Сегодня с вступлением временно исполняющим. Спасибо. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Уважаемый Юрий Петрович, уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые депутаты Государственного собрания, коллеги, друзья, решение президента России Владимира Владимировича Путина для меня, конечно же, это знак самого высокого доверия, и я буду работать с полной отдачей, чтобы это доверие оправдать. Это, конечно же, огромная ответственность перед народом, перед каждым жителем нашей многонациональной республики. Могу сказать твердо, что приложу все свои силы, весь свой опыт на благо людей. Хотел бы выразить слова глубочайшего уважения Егору Афанасьевичу Борисову. 8 лет он возглавлял республику. Это были годы многоплановой работы, серьезных решений, важных событий в жизни республики. Уверен, что опыт и профессионализм Егора Афанасьевича и будут и дальше востребованы для дальнейшего развития нашей Якутии. Сегодня глава государства ставит принципиально новые цели развития всей страны. Большая ответственность возложена на регионы. Именно мы отвечаем за улучшение жизни людей, за качественные изменения в экономике и социальной сфере. Якутия всегда была, есть и будет частью нашей великой России. Мы многое можем и многое должны делать для успеха всей нашей страны. Свою важнейшую задачу я вижу в консолидации якутян, вовлечении всего общества в решение важных для всех нас вопросов. Убежден, у каждого жителя должно быть четкое понимание своего участия и вклада в развитие республики. Должна быть ясная перспектива своего будущего детей и внуков на родной земле. Для этого надо смело идти вперед, надо ставить большие цели. Просто работать на обеспечение стабильности сегодня это значит идти уже по пути наименьшего сопротивления, который, как известно, ведет к стагнации и регрессу. Якутия может и должна стать одним из лидеров развития Дальнего Востока, всей России. Я в этом глубоко убежден. У нас для этого все есть. Образованные и очень активные люди – это наш уникальный человеческий капитал. Есть богатство недр, чистая живая природа, высокая культура, крепкие традиции, спокойная и дружелюбная атмосфера, есть понимание значимости Якутии и поддержка со стороны руководства страны. Словом, есть все для роста благосостояния людей, для развития новой высокоэффективной экономики, модернизации традиционных отраслей, формирования экономики интеллекта, креативных индустрий и инновационных производств. Конечно, работать предстоит в жесточайшей конкуренции. В первую очередь за человеческий капитал, за лучшие умы, за лучшие кадры. В наших суровых условиях мы должны создавать все возможности для профессионалов, предпринимателей, инвесторов. Должны брать совершенно новые темпы по всем направлениям развития. Нам надо меняться. Задачи огромного масштаба, поставленные Владимиром Владимировичем Путиным, устаревшими стандартными методами уже не решить. Линию президента по обновлению региональных команд я воспринимаю как требование гораздо большей результативности управления. Непозволительная инертность и безответственность, желание оставаться в зоне привычного комфорта, непозволительно подменять каждодневный упорный труд во благо людей тоннами бумаг, огромными отчетами, вместо реальных дел заниматься восхвалениями в адрес друг друга. Профессионализм и честность – вот главные качества членов команды, которые будут работать на осуществление наших планов. Кадровые изменения, безусловно, предстоят. В администрации главы и правительства они уже идут.
В соответствии с Конституцией Республики правительство продолжит исполнение своих полномочий, но сразу хочу сказать, что точечные кадровые решения тоже будут исключительно с одной целью – это результативность и максимальная эффективность. Времени на раскачку у нас нет. Первоочередная задача сегодня – это восстановление жизнеобеспечения пострадавших от наводнения населенных пунктов, помощь каждой семье, каждому жителю. Мы должны сделать все, чтобы в короткие сроки без аврала и потерь завести грузы и войти в отопительный сезон. Считаю также необходимым начать выстраивать новую стратегию защиты от ударов стихии, внедрять современные стандарты жизнеустойчивости городов и сел республики. Своим первым указом от 30 мая я дал соответствующее поручение в адрес правительства республики. Уверен, что мы будем работать с правительством России, с федеральными министерствами по ликвидации последствий наводнения, в четкой координации с органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. Не менее важная задача на сегодня – это преодоление непростой ситуации по исполнению государственного бюджета республики. Это первостепенная ответственность не только финансово-экономического блока правительства, но и всего состава правительства республики. Очень важным и необходимым считаю участие и предложения депутатов Государственного собрания Елтуман, органов местного самоуправления республики по проблемным вопросам госбюджета, которые сейчас достаточно серьезно у нас проявляются. Мы должны вместе оперативно выправить ситуацию, принять наиболее верные и эффективные решения, не допустить рисков исполнения обязательств по ключевым сферам жизнедеятельности республики. Уважаемые коллеги, конечно же, за тактическими действиями, о которых я сказал, мы не вправе забывать о стратегических задачах. Нашей общей главной задачей является реализация указа президента России Владимира Владимировича Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Президент поставил очень высокие цели научно-технологического и социально-экономического развития России, создание условий для самореализации каждого человека. Демография и здоровая экология, высококлассная медицина, образование и наука, жилье и комфортная городская среда, качественные дороги, цифровая экономика, развитие производительных сил. Все эти 12 направлений, определенные указом президента, конечно же, безоговорочно важны для нашей Якутии. Надо оперативно провести анализ нашей реальной исходной ситуации, выработать свои конкретные предложения, свою дорожную карту действий и внести их полномочному представителю президента Юрию Петровичу Трутневу и представить правительству Российской Федерации для включения в федеральные программы и национальные проекты. Думаю, есть необходимость сегодня уже актуализировать стратегию социально-экономического развития республики на период до 30 года с учетом новых общенациональных задач. В этой связи я жду предложения от Государственного собрания Илтумен, от Общественной палаты, организаций, от муниципальных образований и хозяйствующих субъектов республики. У нас должен быть четкий и ясный план, чтобы Якутия вошла в число российских регионов, которые по всем направлениям будут в лидерах и решат все задачи, поставленные президентом к 2024 году. Уважаемые коллеги, впереди, как сказал Егор Афанасьевич, у нас пик политического сезона. Выборы главы республики, выборы депутатов Государственного собрания республики, глав и депутатов муниципальных образований. Считаю, что это очень серьезная задача – создать условия для того, чтобы выборы всех уровней прошли организованно, спокойно и нормальной обстановке. Чтобы якутяне имели возможность избрать по-настоящему достойных людей, которые есть в нашей Якутии. Главное, чтобы не происходило разобщение людей, в том числе и по политическим предпочтениям. Мы все должны объединяться вокруг общих целей развития республики, работать вместе по улучшению качества жизни в Якутии. Я в своей деятельности продолжу руководствоваться принципами открытости, от которых никогда не отходил. Самые важные решения мы всегда будем принимать с учетом мнения и предложений населения. Для этого в республике сегодня есть все демократические институты, представительные органы, общественные объединения, профессиональные средства массовой информации. Надо только полностью отойти от формализма, избавиться от ненужной декоративности в отношениях с гражданским обществом. Это очень важно, потому что для достижения общенациональных целей, для решения задач динамичного развития Якутии, конечно же, важен талант, способности и энергия каждого ее жителя. Уважаемые коллеги, друзья, уверен, мы будем вместе работать целенаправленно, результативно, не кивая на обстоятельства и трудности. Надо идти вперед со всей смелостью, задать новый темп позитивным переменам во всех сферах жизни нашей республики и ее жителей. Я для этого буду делать все, что в моих силах, опираясь на инициативу и энергию всех жителей нашей многонациональной Якутии. Спасибо. .
Арсений Сергеевич, сегодня очень важный день в вашей жизни, и новая страница открывается в жизни всей республики. Хочу вам на память об этом событии вручить небольшой подарок. Республика Саха-Якутия – самый большой по территории субъект Российской Федерации. У вас будет очень много решений, очень много развилок, где надо будет найти правильный путь. Вот, чтобы вы нигде с пути не сбились и не заблудились нигде. Хочу вам вручить этот профессиональный компас. Церемония официального представления временно исполняющего обязанности главы Республики Саха-Якутия объявляется закрытой.